Добрый вечер. Я приветствую вас на вебинаре, который называется «Использование электронного ресурса Wolfram Alpha. Преподавание естественно-научных дисциплин». Ну, я представлюсь. Меня зовут Илья Иванович, моя фамилия Баженов. Я много лет работаю в университете по своей профессии математик, занимаюсь преподаванием и исследованием в математике. Ну, лет 15 назад у меня появилась еще одна сфера деятельности – это использование информационно-коммуникационных технологий, а точнее интернет-ресурсов, интернет-технологий в образовательной деятельности. Я хочу сегодня показать вам сервис, который называется Wolfram Alpha. Возможно, вы с этим сервисом уже знакомы, но тем не менее мне бы хотелось показать инструментарий, основные проекты этого сервиса. Надеюсь, что информацию, которую я вот здесь предлагаю в течение нашего вебинара озвучить, она будет полезна вам на уроках, в практической деятельности, при самостоятельной работе и в том числе и в проектной деятельности. Хотя здесь обозначены естественно-научные дисциплины, на самом деле сервис Wolfram Alpha может быть и полезен и гуманитариям, и я вам покажу, что здесь достаточно большая коллекция знаний собрана, которые могут быть полезны не только технарям, физикам, математикам, химикам, биологам, географам, но и, возможно, гуманитарным направлениям, в том числе история, обществознания и другим направлениям и предметам интересов наших. Значит, Wolfram Alpha – это ресурс, который появился в интернете достаточно давно, в 2009 году. Ну, давно, потому что все-таки 13 лет в интернете – это довольно много. Редко, когда проекты выдерживают такой длительный период. Но здесь видно, что это фундаментальная такая вещь. И она в настоящий момент очень сильно и бурно развивается в разных самых направлениях. И эти направления я постараюсь осветить в ходе нашей встречи. Значит, создателем этого ресурса является Стефан Вольфрам. Он является таким известным достаточно физиком. И вот идея создания вот этого ресурса принадлежит именно его. Есть специальный язык, который называется Wolfram Language, язык Wolfram, на котором формируются вот основные ресурсы. Раз, два, три, четыре. Простите, пожалуйста, за срыв изображения. И звук тоже пропадал. Да? Все теперь в порядке. Пожалуйста, проверьте. Раз, два, три, четыре, пять. Ага. Так, значит, ну, я начал про историю говорить. На самом деле, наверное, я перейду уже непосредственно к содержанию. Посмотрите, что из себя представляет этот сервис. Я, наверное,
параллельно буду демонстрировать свою презентацию и параллельно буду показывать непосредственно функции, которые у нас с вами имеются в Wolfram Alpha. И так, наверное, даже будет удобнее. Я сейчас включу изображение своего экрана. Мне нужна буквально минуточка, чтобы я перешел на свой экран и начал демонстрацию. И я буду просто показывать и комментировать, что будет происходить. Раз, два, три, четыре, пять. Так, я думаю, что вы сейчас должны видеть мой экран. Виден ли экран, коллеги? И все ли видно? Но я вот постараюсь увеличить. Картиночка выглядит вот таким образом у меня, моего экрана. Ну и здесь я сейчас буду совершать экскурсию, комментировать и показывать, что умеет Wolfram Alpha делать. Я вам советую вот что сделать. Здесь у нас с вами есть возможность выйти в полноэкранный режим, чтобы вы не видели изображение чата и не видели мое изображение с камеры. Ну, я даже, наверное, изображение с камеры закрою, чтобы ресурс дополнительно не тратить. А вверху, в правом верхнем углу у вас есть двунаправленная стрелочка. Вы ее можете нажать, тогда у вас изображение моего экрана появится на полный экран, и там будет четче видно. Итак, посмотрите, чтобы зайти в Wolfram Alpha, вы просто в любом браузере набираете Wolfram Alpha, и у вас первая же ссылочка выведет вот на этот ресурс. Он выглядит вот таким образом, вот у него логотип, тут картиночка появляется, и пишется в латыни Wolfram Alpha. Wolfram Alpha. Ну, давайте сразу зайдем в этот ресурс. И заглавная страничка, посмотрите, она выглядит вот таким образом. Я ее еще раз увеличу, посмотрите. Значит, у нас здесь есть форма запроса. Вот она, эта строка. В этой строке вы вводите запросы, и на каждый запрос Wolfram Alpha отсылает вам некий ответ. Значит, система, на первый взгляд, очень похожа на справочную систему или на, скажем, поисковую систему, там Яндекс, у Гугла поисковая система, такая же у Bing, у Microsoft, но она существенно отличается по принципу работы. Если мы с вами, набрав в поисковой форме там Google некое слово или набор символов, мы получаем ссылки на ресурсы, где эти символы встречаются, или набор слов, то здесь мы получаем в некотором смысле продуманный ответ, релевантный, говорят, ответ, другими словами. И вообще говоря, этот сервис я отношу и называю обычно во всех курсах, которые для учителей провожу, для школьников, для студентов, умным сервисом. Таких сервисов несколько. Вот один из этих Wolfram Alpha, он тоже относится вот к этой серии, когда вы не просто получаете ответ в виде ссылок на какие-то ресурсы, где можно ту или информацию найти, а вы получаете некий ответ, который достаточно разумным образом выглядит. Ну и давайте я сейчас попробую пообщаться с Wolfram Alpha и покажу, что это действительно система умная, и она существенно отличается от того, что мы обычно имеем. Начну с простых экспериментов. Давайте я наберу, например, слово «Сыктывкар». Значит, сразу хочу предупредить, что эта система не понимает русского языка и не понимает кириллицы. Поэтому все, что вы должны набирать, все запросы, они должны набираться в латыни и с использованием английского языка. Ну, я вот Сыктывкар сейчас наберу, Сыктывкар. И давайте посмотрим, что нам выдаст вот эта система по этому запросу. Сыктывкар. Ввел форму и нажал просто Enter, либо вот тут значок равно, который у нас с вами высвечивается. Посмотрите, выдается информация о городе Сыктывкаре. Значит, в некоторых случаях вы можете включить переводчик и попробовать перевести эту страничку. Давайте я попробую перевести. Вот посмотрите, у меня некий перевод частично состоялся, но не полностью, потому что где-то информация выдается не в виде текстового формата, а выдается в виде картиночек. Ну вот тут, посмотрите, написано Сыктывкар, дальше карта приводится, видите, население приведено,
229 305 человек, ну и в 2006 году эта оценка произведена. Карта может быть увеличена, вы можете посмотреть карту в спутниковом режиме, вот тут вот видите кнопочка «Спутниковый снимок», открывается карта Гугла, и параллельно у нас с вами вместе с информацией о городе у нас появляется карта Гугла, ну, в формате в спутниковом режиме. Дальше вот указывается регион, административный регион. Посмотрите, климатические условия, местное время в настоящий момент, ближайшие населенные пункты. Вот 9 градусов сейчас у нас с вами на улице, 85% влажности, 2 метра в секунду ветер. Ближайший аэропорт 3 километра указывается. Ну и высота над уровнем моря, посмотрите, 154 метра. Ну и дальше ближайшие населенные объекты, населенные пункты, которые здесь тоже указаны. До километра, 571 километр до ближайшего моря, Белое море указано. Ну и посмотрите, есть некоторые ссылки известных людей, которые имеют какое-то отношение к городу Сыктывкару. Ну, например, Иван Бабиков. Если мы нажмем Иван Бабиков, то давайте посмотрим, наверное, мы узнаем здесь нашего знаменитого лыжника Ивана Бабикова, и про него вот тут вот информация тоже приводится. Ну, обратите внимание, что часть материала переводится, а часть нет, потому что она копируется в виде картиночек, умный сервис захватывает из какого-то источника и приводит соответствующую картинку. Значит, ну, вот так выглядит у нас с вами первое знакомство. То есть мы с вами нажимаем кнопочку, выбираем в форме некий запрос, и по этому запросу вы можете получить соответствующую информацию. Если вот здесь вы, например, наберете дату своего рождения, то вы получите информацию о том, что это был за день, сколько дней прожито вами и так далее. Видите, например, я вот дату своего рождения внес, указывается мой возраст, сколько недель, сколько дней прожито и так далее. Что было 5 марта, ну, в день моего рождения, когда солнце вставало, когда уходило, вот видите, sunrise, sunset и длительность дня какая была. Ну, а также приводятся фамилии людей, которые известных, которые родились в этот день. Если вы, например, здесь наберете свое имя, или давайте вот так попробуем, поупражняемся. Попробуем сначала пообщаться с Вольфрам Альфа. Это очень интересная такая процедура. Значит, но, повторяю, нам нужно обязательно с ним общаться на языке английском. Вот я здесь заготовил несколько слов и хочу... Так, давайте я переводчик уберу, иначе он мне сразу же начинает переводить, и пообщаюсь с ним на английском. Ну, я использую просто переводчик, я заранее приготовил некие тексты, некоторые вопросы, поэтому мне здесь проще. Но в любом случае вы тоже параллельно можете включить любой переводчик и использовать переводчик для общения, если испытываете трудность с языком. Ну вот я набрал ему «Привет», посмотрите, давайте посмотрим, что он мне ответит на мое слово. «Привет, человек», видите, он ответил «Hello, human». Давайте теперь спросим, как его зовут. What is your name на английском? Спросим, как его зовут, посмотрите, какой мы ответ получим. Меня зовут Вольфрам Альфа. Видите, my name is Вольфрам Альфа. Значит, давайте спросим значит, спросим, ну, скажем, что? Как меня зовут? What is my name? My, ну, тут я изменю просто местоимение my name. И посмотрите, что он написал. Он не знает, как меня зовут, но если вы назовете свое имя, то я приведу некоторую дополнительную и расскажу вам о вашем имени чуть больше. Ну, давайте я представлюсь и здесь вот запишу, как меня зовут в этой форме запроса.
My name is Илья напишу, и посмотрите, он мне сейчас выдаст некоторую статистическую информацию, связанную с моим именем, частоту его использования, но, к сожалению, это результаты US, видите, тут написано United States. Давайте я опять здесь сейчас включу переводчик, чтобы, может быть, посмотреть, какая информация у нас переводится. Ну вот в результате я получаю такую статистическую информацию, сколько людей с этим именем. Есть некоторая табличка с гистограммой, где указывается происхождение имени, называется старое еврейское имя от Илья. И вот видите, русская форма от Ильяш, от, ну, скорее всего, еврейского происхождения. И дальше, смотрите, приводится список людей, которые это имя в настоящий момент носят. Если я, например, нажму Илья Ковальчук, то, посмотрите, открывается информация об Илье Ковальчуке, ну, нашем легионере, нашем хоккеисте. Посмотрите, здесь приводится статистика, его дата рождения, его параметры, рост, вес, где он выступал. Видите, рост 1,89 м, 103 килограмма весит наш хоккеист. Ну, а дальше приводятся некоторые исторические сведения, в каких клубах он играл и какие успехи за ним числятся, как за хоккеистом известным. Значит, можно задать какие-то вопросы, связанные с географией. Ну, я еще покажу там и другие примеры более общего характера. Например, вы можете спросить что-нибудь про Белое море. Ну, там давайте, или про Черное море давайте спросим, что проще. Black Sea. Сейчас я наберу, попробую узнать информацию о какую-нибудь информацию о Черном море. Но если я нажимаю, посмотрите, Black Sea, то у меня высвечивается информация о Черном море, вот его картинка. И посмотрите, здесь приводятся разного рода параметры. Площадь, протяженность от востока на запад, с севера на юг. Видите, километры приводятся, самые удаленные, по всей видимости, расстояние измеряется. Вот соленость воды 3,5%, общий объем воды приводится и так далее. Информация достаточно интересная. Глубина, разные размеры, какие государства примыкают вот к этому морю. То есть информация такая достаточно содержательная, и она, видите, сконцентрирована вся в одном месте. Поэтому можно что-то спросить, связанное с историей. Ну, давайте, например, спросим бронзовый век. Я здесь вот наберу бронзовый век, и если я попрошу найти информацию о бронзовом веке, посмотрите, здесь тоже приводится информация, примерно каким годам это относится, вот этот период в истории. Приводятся наиболее известные какие-то исторические моменты, связанные с бронзовым веком. И вот по этим ссылкам, естественно, мы можем пройти и получить какую-то дополнительную информацию, связанную с этим историческим периодом. Но обратите внимание, давайте я для примера спрошу, хорошо, с бронзовым веком он справляется, а я для примера спрошу, например, Сталинградскую битву. Я думаю, что он вряд ли нам сейчас ответит. Сталинград Battle. Да, нет, хорошо, видите, он указал, что это город Волгоград, указал, но больше никакой информации здесь нет, к сожалению. Видите, что означает, что сервис американский. То есть история, связанная с Великой Отечественной войной, достаточно однобоко, по всей видимости, отображается, но, по крайней мере, вот информация о Сталинградской битве мы здесь не находим. Хотя можно поэкспериментировать, какие-нибудь соответствующие события, которые происходили, скажем, в Соединенных Штатах, по всей видимости, мы тут увидим. Можно задать совершенно такие неожиданные вопросы, ну, скажем, попросить анекдот рассказать. Вот смотрите, я, например, тут могу набрать такую ссылочку. Математическая шутка.
И если я нажму, попрошу рассказать математическую шутку, то посмотрите, он воспроизводит некоторую историю или некоторые события, которые, ну, кажется Вольфрам Альфа смешным. Ну и ясно, что тут есть определенная ссылка, откуда это вот лемма Цорна используется, как вы видите в тексте. Ну, шутку можете перевести, посмотреть и на любую тему, кстати, не только я вот набрал математическую шутку, может быть физическая шутка здесь набрана или там анекдот физический, и он вам выдаст соответствующую информацию, которую он воспринимает, ну, в том контексте, который вы наберете. Давайте попробуем поэкспериментировать про наших отечественных ученых и педагогов. Вот давайте я наберу Константин Ушинский. Значит, всем нам известный педагог. Какая информация здесь нет? Видите, информации соответствующей нет. Он не понимает и не может понять, что я его спрашиваю. То есть информация об Ушинском отсутствует. Зато я сейчас его спрошу об Андрее Ершове. Андрей Ершов – это у нас с вами тот человек, благодаря которому у нас сейчас в курсе школьном есть информатика и языки программирования. Что он нам ответил? Ну, тоже не видит Ершова, приводит Артура Ершова, некоторого спортсмена, а Андрея Ершова, известного нам как математика и физика, работавшего в Новосибирске, здесь его нет, как в этой информации. То есть достаточно такая выборочная картиночка создается вот по персоналиям. Ну, этого стоило ожидать. Я повторяю, что сервис является англоязычным и, конечно, культивирует прежде всего американскую культуру. Значит, посмотрите, я спрошу Якова Элиашберга. Это очень известный математик, который у нас с вами работал в городе Сыктывкаре. Но обратите внимание, его здесь тоже нет. Он не понял нас, и ну, надо отдать должное. Этот человек, который имеет достаточно много заслуг, в том числе премию Салема, недавно получил Яков Матвеевич Элиашберг, когда-то работал в Сыктывкаре. Очень известный математик, сейчас живет и работает в Соединенных Штатах Америки. Но информация о нем, видите, тоже отсутствует. Зато я могу спросить что-нибудь связанное, ну, скажем, с математикой. Давайте спрошу, скажем, ну, я не знаю, теорему Ферма, попрошу информацию о теореме Ферма, что-то вот задаю Ферма теорема, и здесь, наверное, я однозначно уже получу, видите, формулировку теоремы, и причем разные их разновидности. Видите, теорема 4n плюс 1 теорема Ферма, последняя теорема Ферма и малая теорема Ферма. И мы можем уйти на любую формулировку. Ну, например, последняя теорема Ферма – это известная теорема Ферма, которую мы называем великой теоремой Ферма, которая утверждает, что начиная с третьего с n равного 3 и выше не существует решения уравнения а в степени n плюс b в степени n равно c в степени n. Эта теорема долго доказывалась. Ну и здесь, посмотрите, приводится дата, когда задача была решена. Видите, теорема была доказана, задача была поставлена в 1637 году, а доказана полностью в 1995 году. И доказал ее Андрей Уэллс. Давайте посмотрим его биографию. Здесь можно высветить. Вот этот математик, тоже известный, который в 1994-1995 году, даже в 1993-м первые статьи появились Андреа Уэллса, считается человеком, который эту задачу знаменитую решил. Дальше я хочу пройти еще по каким-то разделам, но давайте что-нибудь, какой-нибудь, я возьму пример из химии. Посмотрите, если я здесь набираю формулу серной кислоты H2SO4, посмотрите, я получаю информацию о
в структуре, ну и химики, мне хуже здесь ориентироваться, что здесь приводятся, какие данные, но все параметры, связанные с кислотой, видите, здесь приведены достаточно аккуратно, расклассифицированы, ну и вы можете полную информацию о соответствующем веществе здесь получить. Еще один пример. Я могу, скажем, набрать вот такие слова: один апельсин и один апельсин и один мандарин. И хочу узнать, ну, калорийность и какие витамины я получаю, если я сравниваю один апельсин, один мандарин. Ага. Ну, вот сейчас вот посмотрите, высвечивается информация, связанная с теми продуктами, которые у нас с вами были вписаны. Значит, один апельсин, указывается количество, общее количество калорий, ну и другие параметры, протеины, витамины, видите, которые присутствуют. И вот в виде таблицы приводится такая достаточно подробная информация. Вот видно сахар, углеводов, сколько здесь присутствует в соответствующем фрукте и так далее. Витамины все приводятся. Вот так в виде таблицы мы видим некоторую информацию, которая у нас с вами возникает. Можно вообще задать какие-то вопросы, ну, например, что такое любовь? Вот давайте спросим, как он отреагирует на этот вопрос странный. What is love? Ох ты, смотрите, он предлагает даже несколько определений. И здесь, если воспользоваться переводчиком, то можно посмотреть, что тут приводится. Сильная позитивная эмоция в отношении кого-то и предпозывающих действиям и так далее. Видите, совсем несколько вариантов определений здесь приводится, 12 штук, 12 всевозможных значений. Ну и вот перевода, естественно, мы здесь вряд ли получим, потому что это в виде картинки сгенерировано заведомо вот этот ответ. Ну и давайте спросим, где мы находимся. Вот такой вопрос сейчас зададим. Вот здесь я набираю. Где я нахожусь? Где я? Where I'm? И он мне, посмотрите, показывает, что я нахожусь в городе Сыктывкаре. Более того, он указывает мой IP-адрес, с которого я в настоящий момент выхожу, моего провайдера указывает Ростелеком, видите, и указывает местоположение, и тут же открывает карту. Можно спросить, сколько дней осталось до Нового года. Ну, сюда сейчас забью этот запрос, видите, и он нам сейчас выдаст информацию о количестве дней. 331 день, или 10 месяцев, 28 дней, или 47 недель и 2 дня, ну и так далее, 235 недель всего. То есть информация выдается вот в таком виде, в виде разного рода таблиц, то есть вот в дни переводит, в месяцы подсчитывает, годы подсчитывает и так дальше. Значит, ну, еще какие вопросы? Я сейчас пока такие вот общие вопросы задаю, которые могут быть интересны каждому, ну, а потом покажу, что он умеет делать, скажем, в математике, ну, может быть, частично в физике, и покажу еще примеры, которые примеры использования, которые существуют. Значит, ну, очень интересно, например, задавать вопрос, связанный со сравнением. И тогда у нас с вами появляется целая таблица. Ну вот посмотрите, например, если мы вот здесь наберем Россия против Китая и против Америки, и давайте посмотрим, что он нам выдаст. Вот, пожалуйста, на уроках географии можно
моментально получить соответствующую информацию. Видите, информация идет про Россию, полное название, про Китай и про Соединенные Штаты. Указаны карты, посмотрите, указана территория, значит, на каком континенте они находятся, материк. Дальше идет демография, указывается, сколько, каково население, плотность населения, рост какой у населения. Дальше начинаются экономические вопросы, столица и экономические вопросы, экономические свойства. Валовый доход на душу населения, ну и другие параметры, про которые тоже тут можно прочитать. Я сейчас не буду останавливаться, но хочу обратить внимание, как здорово, посмотрите, сразу получается некий сравнительный анализ по тем параметрам, по которым мы с вами запрос задавали. Можно, например, спросить, ну вот, скажем, ну, сравнить наши компании, скажем, давайте я вот здесь наберу сейчас Яндекс и Google. Интересно, что он ответит на этот вопрос. Яндекс и Google. Ну, вот информация появляется, что это доменные имена. Дальше посмотрите, пакет, который, денежный пакет, который принадлежит Гуглу, Яндексу. Но про Яндекс, кстати, информации, видите, нет. Количество людей, которые являются пользователями и владельцами пакета. Ну и тут дальше приводятся некоторые характеристики, связанные с использованием этих ресурсов. Ну, видите, в ранге использования, в ранге сайта Яндекс примерно занимает 53 место, а Google является первым. Ну и здесь приводится, видите, время, когда образованы были эти компании. Ну и вот некоторая информация здесь присутствует. Ну, на самом деле здесь можно спросить и что-то про великих ученых. Например, там, давайте я попробую Ньютон набрать и Лейбниц. В.С. Лейбниц. Лейбниц. Если он меня сейчас поймет. Нет, он меня не понял. Видимо, я неправильно назвал этих наших ученых. Ну, давайте сейчас я попробую что-то другое спросить. Ну, например, сравнить яблоко и апельсин. Что он выдаст нам? Посмотрите, картиночка в виде таблицы тоже. И здесь приводится тоже, ну, похожая таблица, что у нас с вами была, когда мы задавали один мандарин и один апельсин. Сравнительная характеристика этих фруктов приводится. Ну и данные здесь, видите, тоже высвечивается. Значит, ну, можно задавать вопросы, связанные, например, ну, грубо говоря, вот я, например, могу спросить, хорошо, вот я выпил, могу ли я сесть за руль и не попаду ли я под какие-то санкции полицейских? Видите, я здесь набираю вот данные, связанные со своими параметрами, вес, да, вот сколько я выпил, мой вес, женщина я или мужчина, и прошу посчитать, ну вот, что со мной происходит. И тут приводится, видите, график, сколько промилле у меня в данный момент существует. Ну и вот по этому графику можно ориентироваться, где, через какое время я могу сесть за руль по законам Соединенных Штатов Америки или вызывать такси, чтобы, ну, добраться до места своего желания. Можно задать вопросы, связанные, ну, со своим здоровьем. То есть, например, если вы хотите
проверить, насколько ваши параметры соответствуют идеальным параметрам, то вот я тут такой запрос задал, body mass index, то есть индекс моего веса. Видите, если я здесь набираю свой рост и массу, значит, указываю свой рост и массу, то мне выдается некий результат, который, ну, должен быть связанный с моим ростом. То есть какой должен быть рост, какой должен быть вес. И это соотношение выдается вот тоже в виде таких сравнительных таблиц. То есть вы просто здесь задаете массу, задаете ваш вес, ваш рост, и в результате вы получаете рекомендации, связанные с вашим весом и ростом. Например, вы можете спросить, как похудеть. Как похудеть? Ну, давайте я здесь наберу how to lose weight. Сейчас weight напишу. Связанные, этот запрос тоже часто встречающийся здесь. Вопрос, знак вопроса. Как похудеть? И видите, здесь тоже запрашивается ваш возраст, запрашивается пол, какой у вас вес и какой рост. Вот здесь вы просто можете поменять. Ну, например, вот я 183 поставлю, возраст 60. Ну и вес, скажем, 100 килограммов центнер. И цель: хочу похудеть до 90 килограммов, 95. И он мне сейчас выдаст режим, по которому я должен питаться и через какой период времени я своей цели достигну. Видите, он мне написал, сколько калорий я должен потреблять в сутки. Значит, подвижность моя средняя, вот тут написал, да, и через 20 дней я могу достигнуть веса, который я поставил себе целью достичь. 20 дней, чтобы достигнуть веса 95 килограмм при средней подвижности. Ну, теперь давайте перейдем к более содержательным вопросам. Вопросы, ну, прежде всего, связанные с математикой, может быть, с какими-то другими дисциплинами. Давайте посмотрим, как Вольфрам Альфа дружит с математикой. Ну, ясно, что здесь эти темы, они ближе для Вольфрам, и мы сейчас давайте посмотрим, как он будет реагировать. Так, я немножко заблудился. Сейчас, все ли хорошо у меня видно? Да, вроде нормально видно. Так, ну, вопросы давайте посмотрим какие-нибудь математические. Я тоже из своих заготовок приготовлю, возьму и покажу, как он отвечает на эти вопросы. Начну с простого примера. Ну, забью, скажем, некоторую функцию вот здесь. Да, кстати, обратите внимание, вот здесь есть редактор, который на натуральном языке принимает запросы, да, вот вы сейчас это видите. Сейчас я увеличу еще раз. Вот, я в форме забил просто заготовку, формулу. А можно генерировать формулу, используя вот эту кнопочку. Математический ввод формул вот по этой кнопочке можно осуществить. Но более того, тут вот есть тоже кнопочки, которые позволяют очень быстро найти соответствующие функции, которые ты хочешь ввести. И нажимаю, посмотрите, вот, что нам выдаст Вольфрам Альфа. Он нам сейчас, по всей видимости, полностью нарисует, видите, график этой функции, да. Разложил эту функцию в виде вот в таком виде, указал примерный корень, он один, и два комплексных корня. Ну, на картинке это видно, вот один корень, а еще два корня в виде комплексных чисел, комплексные и комплексно сопряженные. И вот на комплексной плоскости эти корни здесь ниже указаны. Тут же, посмотрите, приводится значение для производной по переменной x, для производной по переменной y. Посмотрите, указывается наибольшее значение
функции, это на каком-то промежутке, естественно, точка локального максимума, да, указывается, и точка локального минимума, то есть там, где у нас с вами вот точка локального максимума здесь, точка локального минимума, вот эти точки он автоматически определяет и выдает вот эту информацию. Следующий пример. Если вы хотите посчитать производную какой-то функции, то вы здесь просто набираете в форме запроса, ну, допустим, я ту же функцию хочу просто продифференцировать. Запрос вот такой. Derivative от функции of соответствующей функции. И посмотрите, Wolfram Alpha тут же выдаст нам сейчас значение для производной. Обратите внимание, он тут же построил график для производной, нарисовал этот график, ну и производную еще разобрал, нарисовал, выделил полный квадрат из производной, отметил, что это парабола, корни параболы нашел, то есть это как раз точки экстремума. Более того, он нашел еще и интеграл. Видите, интеграл, точку локально, тут уже получается минимум функции существует, ну и вычислил интеграл между корнями. Видите, соответствующее значение здесь приводится. Если вы хотите посчитать, найти первообразную, то есть вычислить, другими словами, неопределенный интеграл, то вместо derivative мы набираем ant-derivative. Ant, сейчас я наберу здесь так, anti-derivative. Ну и посмотрите, вычисляется первообразно, находится неопределенный интеграл, первообразно для той функции, которую вы задаете. Автоматически у любой функции вычисляется наибольшее значение. Достаточно в форме запроса набрать вот максимум соответствующую функцию, и у вас будет выдана картиночка для наибольшего значения соответствующей функции. Вот здесь эти значения, но мы их уже видели, они здесь присутствуют. Область определения функции находится, какая бы она сложная ни была, но достаточно быстро и оперативно находится область определения функции. Вот я набрал такую функцию, domain набрал, и это область определения. Как раз команда domain – это нахождение области определения. Достаточно сложная функция, и он сейчас нам вычислит. Во-первых, он, видите, ее перевел в радикальный вид, эту функцию, да. Все здорово сделал, автоматически разобрался. И область определения этой функции, он просто привел график, а область определения в явном виде не задал, да, получается. Давайте я попробую еще раз повторить, что-то ему не понравилось. А область определения вполне возможно, что вся числовая ось, нет, корень квадратный, так что x должно быть больше 3. А вот картиночка ниже появилась, и соответствующее значение тоже должны появиться. Ага. Если мы хотим построить график функции в полярной системе координат, то достаточно набрать соответствующую команду, которая рисует графики функций с использованием разной системы координат. Давайте я уберу этот запрос последний и оставлю здесь запрос на построение графика в полярной системе координат. Посмотрите, получается так называемая 8-лепестковая роза, но тут он в широком смысле полярную систему координат понимает, то есть значения r могут быть отрицательным, тогда в другом направлении, в противоположном, просто значение откладывается. То есть 16 лепестков, вот у этой розы картиночка у нас с вами получается. Wolfram Alpha умеет работать с логическими высказываниями, то есть если вы вот здесь вот набираете соответствующее какое-то логическое высказывание, то он вам проверит его истинность и нарисует таблицу истинности. Видите, автоматически появляется таблица истинности для соответствующей логической формулы. Он легко раскладывает на множители любой многочлен, это нам бывает иногда нужно, то есть я вот записал такую команду фактор и задал многочлен 5-й степени. И посмотрите, он сейчас должен мне разложить мой многочлен на множители. Да, видите, вот он нашел корни и разложил на множители.
Значит, он может посчитать любой коэффициент, выполнить любую операцию после перемножения на множители и автоматически, посмотрите, выдает некоторую картинку. Очень удивительное свойство, связанное с тем, что он некие графические изображения может переводить в аналитические формулы. Ну вот я приведу еще такой пример, посмотрите, напишу здесь Путин, образ, ну, в виде параметрической кривой, видите? Портрет Путина в виде параметрической кривой. И посмотрите, он нам нарисовал портрет Путина, а ниже приводится формула, то есть функция, параметрически заданная функция, значение параметра t пробегает какой-то промежуток, а координаты x от t, y от t рисуются с использованием вот этой формулы. Видите, она длинная, это все пока x. Тут еще где-то внизу y, вот видите, функция y. И в каждый момент времени t по значению то определяется x, y, ну и соответствующим образом появляется вот такая картиночка. То же самое мы, скажем, можем найти портрет Байдена. Давайте попробуем. Если для известных людей картинка строится достаточно быстро. Значит, вот портрет Байдена, и он сейчас должен тоже появиться. Да, видите? Вот портрет Байдена. И здесь внизу появится сейчас тоже формула, которая будет описывать вот эту картину. Видите, вот эта формула. То есть, по сути дела, если вы вот эту формулу забьете и попросите нарисовать в каком-то графопостроителе точки с координатами x, y в зависимости от t, то картиночка будет как раз рисовать ту кривую, которая есть. Значит, ну, давайте я буду потихонечку приближаться к завершению и подведу некоторые итоги. Ну, во-первых, я считаю, что Wolfram Alpha очень полезный ресурс, особенно для математиков, для физиков, для химиков, биологов. Вот я, например, все свои работы, ну, не могу сказать, что уж абсолютно все, но контрольная работа, скажем, у студентов какая-то там на вычислительные какие-то процедуры, допустим, вычислить производную, там найти коэффициент в разложении, вычислить интеграл, решить какое-то уравнение с модулем, ну, какое-то иррациональное уравнение неравенства. Я всю проверку обычно делаю с использованием вот этого ресурса. То есть забиваю соответствующую задачу и здесь пытаюсь, исходя из того, что мне Wolfram Alpha, оценить работу своих студентов. С этой точки зрения, ну и кстати, и готовить задания тоже удобно. Ты заранее знаешь ответы, которые должны быть у соответствующее задание, которое ты задаешь, ну вот в данном случае я задаю своим студентам. Я вернусь сейчас к презентации на какой-то момент, и ну, эту презентацию, я думаю, что мы подцепим, она будет у вас присутствовать. Вот здесь перечень вопросов, которые я задавал. Обратите внимание, что заглавная страничка, если мы на нее выйдем, она выглядит вот таким образом. И вот здесь, на заглавной страничке, у нас с вами приводится масса примеров, по которым можно пройтись и посмотреть. Примеры здесь самые разные, начиная от каких-то вот серьезных вещей. Пошаговые решения, кстати, существуют. Ну, давайте я еще раз выйду на какой-то момент вот на свой рабочий стол и покажу. Вот о чем я веду речь. Вот эта таблица с примерами, видите, здесь приводятся примеры, но давайте я включу переводчик, чтобы попытаться перевести. Вот видите, разделы, которые здесь присутствуют. Пошаговые решения, элементарная математика, алгебра, графики, расчет и анализ, геометрия, дифференциальные уравнения, статистика, единицы и меры, физика, химия, инженеринг и так далее. Есть, посмотрите, сюрпризы, бытовая наука, развлечения, сегодняшний мир, история, политическая география, еда и питание, разделы с примерами самые различные. Ну, давайте я, скажем, зайду в раздел физика. Посмотрите, если я захожу в раздел физика, то тут откроется
табличка, картиночка, где выписываются наиболее часто встречающиеся запросы. Видите, раздел механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, термодинамика, оптика, статистическая физика, ну и так дальше. Тут примеров достаточно много. Квантовая, ядерная физика, астрофизика, физические константы, теория относительности и так далее. И приводятся наиболее часто встречающиеся запросы. Это я сейчас включил переводчик. Вы видите переведенный вариант, который отражает, ну, вот, картинку, соответствующую по запросу физика. Дальше, коллеги, я бы хотел обратить внимание, что Wolfram Alpha очень много разных проектов осуществляет для образования. Ну, вот в презентации те запросы, которые я формулировал, присутствуют. Но я хотел бы еще остановиться на основных вот проектах, которые реализует Wolfram Alpha, помимо вот этого ресурса, про который мы сейчас ведем речь. Ну и давайте я опять переключусь на какое-то время на демонстрацию своего экрана и покажу, о каких проектах идет речь. Ну, первый проект – это хронология или таймлайн, иногда говорят. Это хронология систематических данных и развития вычислимых знаний. Посмотрите, здесь приводится история, ну, по сути дела, начиная с самых древних времен, связанная с вычислительными процедурами, со знаниями, связанными с развитием техники, математики, компьютерных технологий и так далее. И видите, здесь есть зона, давайте, скажем, заглянем в последнюю зону, 1960-2010 год. Что здесь можно посмотреть? Ну, вот некоторые ссылки, которые здесь присутствуют. По годам разбросана информация. 1960, 1970, то есть вы здесь видите наиболее значимые исторические открытия, которые были сделаны вот в этой области. Значит, вот 1980 год и так далее. И вот эта временная лента, она достаточно широко здесь представлена. Вот, например, хранилище Wolfram Alpha открыто в 2017 году. Ну и так далее. Здесь можно узнать, когда открылась, допустим, Википедия, когда появилась первая мышь, когда первый монитор появился, когда начали использоваться QR-коды и так далее. Вся информация с базой знаний здесь присутствует. Вы можете зайти в соответствующий текст, соответствующий раздел и более подробно посвятить изучению вопроса, который вас интересует. Вся история, по сути дела, здесь компьютерных технологий, техники, вычислительных знаний, она здесь вся представлена. Ну, может быть, не в такой степени связанная с нашей отечественными учеными и с отечественными открытиями, но, по крайней мере, вот глобальные вещи, которые всем известны, они здесь присутствуют. И временная лента очень широкая. Посмотрите, начиная от начала прошлого века, самые элементарные вещи, таблички, там, абак, счеты и так далее, и кончая современными компьютерными технологиями. Это вот первый проект. Ссылочка на этот проект, она вот здесь вот присутствует. Второй проект, который Wolfram Alpha поддерживается, это виртуальный проект истории математики. Я его сейчас тоже открою, вы сейчас его увидите. Значит, картиночка выглядит вот таким образом. История математики. История математики. Но я тоже сейчас включил переводчик, посмотрите, перевод здесь осуществлен. И здесь приводятся разные факты из истории математики. Вот вы видите теорема Пифагора, число π, простые числа, математическое образование и так далее. А внизу есть некоторые более конкретные вещи и в виде сделаны, оформлены очень интересно для детей, особенно младших возрастов, связанные с путешествием, они так и называются, путешествия. То есть вы заходите, допустим, на какую-то страничку, формулируется некоторая задача, показывается, как эта задача исторически решалась,
значит, какие результаты, к чему она привела и так далее. И вот тут я тоже включил перевод. Можно перевести на русский язык и получить какую-то дополнительную информацию, связанную с историей математики. Раздел очень интересный. Более того, посмотрите, если мы с вами выйдем на заглавный проект, то внизу, в самом низу, есть ссылка на, вот видите, музей математики. Это очень известный музей, Национальный музей математики в Нью-Йорке. Это один из редких музеев, который посвящен вот предмету математика. И здесь вы тоже можете зайти на эту страничку по этой ссылке, в этот музей, и посмотреть, какие экспонаты в этом музее присутствуют. Здесь приводятся исторические данные какие-то, здесь можно найти конкретные тексты, посвященные тем или иным проблемам, какие задачи когда решались, какие события происходят. Этот музей очень известен, музей математики в Нью-Йорке. Еще один проект – это математическая энциклопедия. Математическая энциклопедия – это тоже проект, который поддерживается Wolfram Alpha. И, по сути дела, посмотрите, я сейчас тоже эту страничку открою, и вы увидите, здесь представлены самые разные разделы. Но тут тоже у меня включен в настоящий момент переводчик. Например, если вы откроете раздел «Алгебра», то тут все термины присутствуют, связанные со соответствующим разделом математики. Вы можете прочитать о развитии того иного раздела с основными определениями, с основными теоремами, познакомиться. Видите, тексты приводятся, здесь все аккуратно расписано, то есть, по сути дела, это энциклопедический такой словарь, который приготовлен Wolfram Alpha для тех людей, которые занимаются математикой, и здесь и исторические факты, и непосредственно какие-то вещи, связанные с достижениями в математике, как та или иная задача решалась, кем она решена, вот эта информация здесь тоже присутствует. Этот раздел называется Math World от Wolfram, это раздел, связанный с энциклопедией. Наконец, я хотел бы остановиться на последней ссылке. Эта ссылка связана с другими проектами, и здесь целая коллекция проектов, она сейчас перед вами откроется, и здесь представлены все проекты, которыми Wolfram Alpha в настоящий момент занимается. Можно зайти вот по этим ссылкам, побродить по проектам, которые здесь представлены, и посмотреть, что-то для себя найти, для себя что-то, ну, по всей видимости, если заинтересуетесь, то можете посмотреть, найти что-то достаточно полезное для себя. Ну и, наконец, последнюю ссылку я хочу показать. Wolfram для образования. Обратите внимание, что здесь приводятся разные примеры для разного уровня образования. Вот если я, например, зайду в среднюю школу и лицеи, то у нас с вами откроется некоторая табличка, страничка. На этой страничке представлены разные предметы, и мы можем зайти и посмотреть по разным предметам соответствующие ссылочки. Тут есть представлена физика, то есть там есть физические эксперименты, лаборатории соответствующие представлены. Ну, в общем, достаточно полезная такая информация, и вот ссылочка на эту страничку, она в презентации тоже будет приведена. Wolfram для образования, то есть это специальные проекты, модели, которые представлены Wolfram для обучения и поддержки. Значит, ну, я повторяю, что язык у нас по-прежнему остается только английский, и поэтому нужно работать либо с переводчиком, либо, ну, по крайней мере, каким-то образом облегчить себе работу, может быть, какие-то проекты, если вы производите, то вместе с учителями английского языка. Значит, ну, я тем самым хочу закончить сегодняшнюю экскурсию по Wolfram Alpha. Повторяю, что я много лет этим ресурсом пользуюсь, разрешаю пользоваться студентам. Когда этот сервис открылся, у нас с вами на самом деле была бесплатная возможность получить любое пошаговое решение, но сейчас
достаточно большая часть ушла в коммерческую сферу, и требуется лицензию иметь. Но для студентов и для учителей, как я понимаю, эта лицензия не очень дорогая, можно посмотреть, я сейчас не могу цены назвать, но, по крайней мере, если вы серьезно занимаетесь математикой, то полезно этим ресурсом пользоваться. Для проектной деятельности, для проверки заданий, для подготовки заданий, для каких-то исторических вещей, связанных с историей предмета, историей науки, которые вас интересуют в той предметной области, в которой вы занимаетесь. Ну и, как я уже показал, посмотрите, насколько здорово сравнительная характеристика приводится, если вы используете таблицу, табличный способ, задаете две фамилии, между ними ставите буковки VC, VS, и вы получаете информацию сравнительную про те объекты, которые вы хотите изучить. И завершить я бы свое выступление хотел, еще раз остановившись на приглашение учителей математики. Вот у меня на самом деле проводится такой специализированный тренинг, посвященный использованию в математике, при изучении и преподавании математики различных сервисов математических. Ну, один из этих сервисов Wolfram Alpha, много других сервисов есть, которые полезно использовать на практике. И такие сервисы есть и у Google, и есть у Microsoft, просто, может быть, не все об этом знают, не все информированы. Есть другие платформы, специализированные для учителей математики. Это GeoGebra, всем известная, Demos, известная тоже система, полезная для учителей математики. Так что, если у вас есть желание, этот тренинг мы планируем с 21 февраля открыть. Приходите, и в течение 3 недель, естественно, выдается документ государственного образца. Курс этот сертифицирован, и он входит в реестр федеральных курсов повышения квалификации учителей и педагогов. Так, коллеги, на этом я хочу закончить свое выступление. Если у вас есть какие-то вопросы и пожелания, то можете об этом в чате не задать. Можно и голосом задать, по сути дела. Если вы руку поднимете, то я могу вам дать микрофон и открыть рабочий стол, вплоть до того, что вы можете показать что-то и спросить. Я надеюсь, что я не очень сумбурно рассказал, но в сети на самом деле похожих выступлений много, можно найти видеоролики, есть специальные сборники задач для тренировки работы в Wolfram Alpha. Ну и я повторяю, что в рамках тренинга, который я провожу для учителей математики, мы достаточно подробно решаем, самостоятельно исследуем этот сервис Wolfram Alpha, ну и вместе с теми другие тоже сервисы. Так, коллеги, не вижу вопросов. Спасибо за внимание, за участие. Желаю вам не болеть. Ну и попробуйте самостоятельно поработать в этом сервисе. Я думаю, получите удовольствие. Может быть, складывается то впечатление, что английский язык напрягает очень многих учителей математики, но что делать? В общем, с одной стороны, это стимул для того, чтобы, может быть, какие-то термины, необходимые для вашей предметной области, и еще раз вспомнить, как они на английском произносятся и записываются. Ну, а с другой стороны, у нас всегда есть помощники и переводчики. До свидания. Прощаюсь с вами. Всего доброго вам.